Наша тема – это интеграция ингушского населения пригородного района Северной Осетии. Пригородный район вошел в состав Северной Осетии в 1944 году после насильственной депортации и выселения чечено-ингушского народа. У ингушской нации есть две силы – сила созидания и сила разрушения. Как и многие годы назад, ингушский народ выбрал силу созидания. Динамику и рост выбранного курса вы можете увидеть и наблюдать, приехав в Ингушскую республику. Мы не собираемся ни перед кем оправдываться, ибо наша совесть чиста. В 1992 году в ходе так называемого осетино-ингушского конфликта 192 человека по сегодняшний день находятся без вести пропавшими. Эти люди не имеют собственной могилы. Эти люди не имеют надгробных памятников, и они не захоронены в соответствии с исламом. Но мы сегодня поговорим об интеграции и о положительных моментах в ходе налаживания отношений между двумя республиками. Именно эту статью я вам хочу зачитать для того, чтобы вы знали, что именно после этой статьи, после поднятия этого вопроса интеграции ингушей, проживающих в пригородном районе Северной Осетии, именно и пошла динамика после того, как была поднята эта тема. В апреле этого года вопрос о социально-экономическом развитии и улучшении обстановки в районе проживания ингушского населения Северной Осетии обсуждались на совещании, прошедшем во Владикавказе под руководством полпреда президента России в СКФО. Совсем недавно эту же проблему недостаточной интегрированности ингушей в социально-экономическую жизнь Северной Осетии поднимал и Рустем Келисханов. Хотелось бы, говорит он, чтобы проводилась живая работа по пригородному району, где акцент делается на конкретного человека, на людей ингушской и осетинской национальности. Молодежь нужно объединять, чтобы не было разделений и противоречий. Я не понимаю, когда молодежь ингушской национальности едет в Ингушетию и договаривается, чтобы платить заработную плату тренеру по какому-то виду спорта. Или привозят оттуда какой-то спортивный инвентарь. Мы готовили нашу молодежь на форум Машук и не увидели там ни одного человека ингушской национальности, который представлял бы нашу республику. А потом мы хотим как-то договариваться и хотим, чтобы там было все хорошо, заявил Рустем Келисханов. Данное заявление осетинского чиновника вызвало большой резонанс как в осетинской, так и в ингушской среде. С осетинской стороны, стоит заметить, было много возмущенных комментариев в адрес Келисханова. Часть комментаторов назвала его предателем, а другие заявили, что он сидит не на своем месте в кресле руководителя администрации, главы и правительства Северной Осетии. Такая бурная реакция на инициативу Келисханова показывает, какую остроту сохраняет проблема интеграции ингушей в общественно-политическую и экономическую жизнь Северной Осетии. Своим видением данной проблемы и путей ее решения поделился Алихан Харсиев, депутат Государственной Думы России от Ингушетии. Насколько поднята Келисхановым проблема осознается обществом и властями? Или они пока еще не готовы к полному предопределению негативных последствий осетино-ингушского конфликта? Задается вопрос Алихану Харсиеву. Сегодня мы чувствуем, что есть понимание как из Москвы, так и Северной Осетии. Ингуши давно готовы к диалогу. Да, есть вещи, которые трудно забыть. Уже 25 лет не решаются последствия конфликта, спровоцированного чьими-то политическими корыстными целями. Сегодня мы даже не готовы полностью ответить на все почему. История еще расставит свои точки над «и», сказал Алихан Харсиев. Во власти в Северной Осетии ингуши не представлены никак. Они, являясь частью населения Северной Осетии, поражены в своих гражданских правах по национальному признаку. А это является признаком не демократической, а совсем иной политической системы. Сегодня мы являемся заложниками ошибок, которые допустили кровавым режимом, осужденным всем миром
сообществом в 30-х годах прошлого века, а главное в 1944 году. Мы не находим в себе силы избавиться от этих ошибок. Нам, пострадавшим от депортации, остается решать эту проблему. Даже те, кто пережил депортацию и не имел возможность вернуться в свои родовые дома, говорят о том, что надо налаживать жизнь и надо жить в мире. Нелюди виноваты в том, что отношения до сих пор не налажены. Это ошибка политиков. Я считаю, что ингушская и осетинская общественность готова поддержать дружеские отношения, заявил депутат Государственной Думы Алихан Харсиев. Именно после этого разговора и поднятия этой темы, интеграции ингушей пригородного района, и пошла положительная динамика интеграции ингушей пригородного района. Конечно, вяло, конечно, слабо, но она пошла, она есть. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.